период пандемии коронавируса нагрузка на республиканскую детскую больницу увеличилась в разы. Сухумская инфекционная больница переведена в ковид-госпиталь. И, соответственно, дети с различными инфекционными заболеваниями получают амбулаторное и стационарное лечение в стенах детской больницы. Если в предыдущие годы за летний период в детскую больницу обращались до 2–3 тысяч человек, то в этом году их количество выросло до 7 тысяч. В больнице ежедневно открыт дневной стационар для ковид-больных детей. Дневной стационар не предполагает постоянного нахождения здесь. Это где они могут обратиться, получить первичную помощь. То есть это внутривенные вливания какие-то, концентратором подышать кислородом там, или какой-то осмотр, взять ПЦР-тест и так далее. Вот, в общем, в таком режиме работает наш дневной стационар. Слава богу, скажу, количество коронавирусных детей не очень большое, но в пике, конечно, в июле, в августе было больше количество. На сегодняшний день где-то 5–6 обращений в день. В республиканской детской больнице функционирует 3 отделения – соматическое, хирургическое и реанимационное. При этом в лечебном учреждении остро стоит вопрос нехватки кадров. К примеру, на протяжении многих лет на всю детскую больницу есть лишь один реаниматолог-анестезиолог. Из-за того, что практически из всех районов детей везут сюда, нагрузка на медработников колоссальная. Я, пользуясь случаем, хочу сказать, тоже поблагодарить весь мой коллектив, всех моих сотрудников, которые, правда, и морально, и физически очень устали, но не покладая рук, сегодня они оказывают всемирную помощь населению. Пользуясь случаем, хочу сказать, что мы, стационар, должны работать как стационар. Мы должны лечить детей, которые госпитализированы. Основное внимание, удар на них делать. Но сегодня нам приходится, к сожалению, очень много времени занимает амбулаторный прием. Хочу, пользуясь случаем, сказать, есть Сухумская поликлиника для городских жителей, которая прекрасные врачи работают такие же, которые могут оказать им и подсказать, сказать, даже по телефону поговорить, чтобы сюда приходили уже или на госпитализацию, или те дети, которые из поликлиники амбулаторно не справляются. Вот. И в районах я считаю, что, конечно, нужно открывать какие-то хотя бы кабинеты, ну, если там целое отделение в связи с отсутствием штата большого невозможно, хотя бы детские кабинеты, где они бы нам, конечно, оказали бы большую помощь. По словам Игоря Джопа, есть и другая причина, по которой из районов детей везут в детскую больницу в Сухум. Опять-таки нехватка кадров. К примеру, в Очимчире на весь район один детский педиатр, который физически не может обслужить всех пациентов. Ежедневно в республиканской детской больнице дежурят 2 доктора – терапевт и хирург. К сегодняшнему дню, к половине первому, я точно вам сказать не могу, сколько человек было мною осмотрено, но около 15 точно. Слава богу, тенденция эта уменьшилась. Если 2–3 ребеночка за сутки обращаются с кишечкой, то это уже намного меньше, конечно. Сейчас, учитывая, что у нас погода чуть-чуть стала попрохладнее, пошли обычные вирусные инфекции, сопровождающиеся соплями, кашлем, да, то есть появились бронхиты, обструкции усилились. Ну и пневмонии тоже есть. За день в детскую больницу обращаются до 130–150 человек. И каждого нужно осмотреть, проконсультировать, оказать необходимую помощь. Из-за нехватки специалистов в приемной выстраиваются очереди. Бывает, что и врачи вынуждены работать в свои выходные. Своих же докторов, которые вот отдежурил ночью, только ушел домой, через 2 часа обратно приходит, потому что тот доктор один не справляется физически, вы понимаете, люди по 3–4 часа ждут в очереди, и такое бывает. Конечно, это вызывает недовольство определенной части населения и у родителей, я их прекрасно понимаю, с температурой сидеть в фойе, ждать 2–3 часа, это, конечно, тяжело. В год республиканская детская больница обслуживает от 17 до 18 тысяч детей, а кадровое обеспечение больницы напрямую связано с качеством обслуживания. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.